Сегодня мы с вами вот в наши дни живем, конечно, в бешеном темпе. Естественно, мы стараемся поддерживать свое здоровье, со всех сторон. И внутрь, как говорится, мы принимаем только натуральную пищу, стараемся во всяком случае. Ну и, естественно, когда принимаем гигиенические какие-то процедуры, умываемся, конечно же, стараемся, чтобы продукты были какие-то более натуральные. Вот этот вот кусочек мыла, это дегтярное мыло, дорогие друзья. Вот даже сквозь маску я ощущаю вот этот вот характерный запах дегтя. Но, кстати, деготь издревле, с древней Руси использовался как раз как заживляющее, регенерирующее, очищающее средство. Так вот, можно сказать, вспомнить все, как варили наши предки мыло из дегтя, но и не только. Мы сегодня узнаем у нашей хозяйки мыловара, у Оксаны. Оксана, здравствуйте. Здравствуйте. Но расскажите, пожалуйста, как вы готовите вот эти вот чудесные мыла? Это ведь не только деготь? Не только. Так, а какие еще? Мыло готовится из натуральных твердых и жидких масел, с добавлением различных инфузов, настоянных на травах, цветках, растениях, в общем. Также здесь вот в деготь входит масло черного тмина, инфуз мацераты полыни, то есть это масла настоянные, то есть полынь настоянная на маслах кокоса, пальмы, миндаля, оливы. То есть состав здесь может быть, то есть основа это деготь, да? Нет, основа это масла. Это масла. А почему деготь здесь идет как дополнение? Да. То есть 10% дегтя здесь входит, поэтому он такой темный. Вот скажите, когда мы смотрим вот любой, допустим, состав, препарат, мы читаем в составе и смотрим процентовку, да, сколько чего. То есть мы всегда обращаем внимание, что самое начало, все ингредиенты, да, они по процентам определены, да? В смысле, да, производитель указывает обязательно процентное соотношение. Так вот, дегтя в нашем мыле всего 10%. Да, но это самое максимум. Это максимум. Это так вот, это в мыловарении, это такое правило, да? Это очень много. В смысле, это вот для вот такого лечебного эффекта. Я не говорю, что мыло лечебное, просто оно обладает таким вот свойством. Кожу оно, конечно, подсушивает в связи с... У кого аллергия, допустим, да, хорошо. Но таким мылом пользоваться нужно раз в неделю. Для начинающего, скажем так, мыловара, чем нужно обзавестись, какой посудкой? Вот я смотрю, у вас какая-то бадья такая. Да, можно любую посуду, но в основном используем жаропрочное стекло, там пластик. Если металл, то нержавейка лучше, да? В основном это пластик и стекло. Используем также технику пожарной безопасности, нужно соблюдать, это очки, чтобы пары щелочи, то есть не попали в глаза. Это любая маска, респиратор получается. Это перчатки, и длинные рукава. То есть я уже просто привыкла, и для меня это нормально использовать, без длинных рукавов. То есть, желательно, конечно, желательно те, кто впервые так прикрыть, да, потому пробует. Что попадание вот этих капель, будет немножко жечь, но оно пройдет минут через 10. То есть все нормально. Ничего не останется, потом все заживет, да? Так, вот посуда. Использовать обязательно лопатку, она силиконовая. А деревянную можно? Нет. Можно для украшений, допустим. А силиконовая, она все счищает. То есть все масло, оно не остается на емкости. Мы используем сито. Кто-то использует капроновые, получается, салфетки специальные, чтобы просеивать щелочь, как раз таки мы его растворяем сейчас в воде, в отварах и так далее, да, и необходимо, чтобы крупинки не попали в масло. Нам нужно сито, такое пластиковое. Резаки любые. Это самый первый резак. Думала, что он не очень, но очень даже хороший, такой рифленый. Скажите, это специально для мыловаров или это Нет, это можно в кондитерском магазине купить. Все продается. И стоит не так уж и дорого, конечно. Любые ложки, вилки. Ложечка у вас деревянная, да, и линеечка? Нет, ложка у меня силиконовая. Тоже силиконовая. Но она чисто для, тоже, возможно, там что-то там
да, не помешанное добрала или какое-то. что-то, да. Ну, то есть у нас сейчас, дорогие друзья, начнется урок химии. Сейчас мы будем смешивать щелочь Скажем так, да, с любые вот натуральными маслами. А емкости вот, даже такие пойдут. да, как бы. хорошо. То есть это они вот обязательно с мерными какими-то вещами. Нет, не обязательно. А, кстати, вот это вот ваша бадья, да? Это что это? Это соль или что это? Это вот калий OH, это гидроокись калия. Это для жидкого мыла. Мы его сейчас не будем использовать. Так. Вот, для твердого мыла оно у меня на кухне. В общем, Мгм, вот. мгм. А еще какие Ну, вот начинки? оно, в То есть мы принципе. какое мыло будем готовить сейчас? Мы будем готовить твердое мыло холодным способом, но я как бы его немножко сроки, чтобы оно быстрее созрело, скажем так, мгм. я немножко ускоряю его в духовке потом. Но это мы как бы потом, да? Так, хорошо. Ну что, Приступим? начнем? Да, конечно. Приступим. Одеваем перчатки. Для начала технику безопасности никто не отменял. Мгм. Для хозяйственного мыла нам потребуется вода, да, то есть по калькулятору, специальному мыльному калькулятору я измерила, завешала. Необходимо остудить. У меня заранее охлажденная вода, поэтому здесь я вот его охлаждаю. Входит также щелочь, натрий OH. Получается, тоже по мыльному калькулятору я завешала, взвешала. И масла. Масло кокосовое, заранее на водяной бане я его вот растворила, скажем так. А весы Немножко какие нужно вы это. использовали? Ну, обычные кухонные, да? Весы обычные, да, кухонные используются. Мгм. А это что за аппарат Также у вас? необходим вот термометр. А, Лучше такой, вот, допустим, мне проще такой, бывают вот такие Погружные ртутные, скажем, какие-то, да, да? ну, погружные. мгм. Мне не особо они удобные, потому что необходимо ждать. А здесь как бы вот сразу есть, хоп, Мгм. ну, как бы можно Ой, ну такой знакомый звук. такой звук. Все нас так пикали уже да. во время пандемии. Ну, приступим, да? Мгм. И постепенно мы в воду вводим щелочь. Мгм. То есть На водичка расстоянии- горячая, да? Водичка холодная, А, холодная? То есть но получается комнатной как бы- температуры. Мгм. Мгм. А внутри вот этой водички у вас водичка, да, комнатной температуры? Да, И внутри, и снаружи вода, да? да, То есть баночка его у как нас бы- погружена, ну вот этот контейнер погружен в воду. да, В воде, в контейнере в самом тоже водичка. да. Вот видите, оно уже горячее. Вот я Оно щас уже, скажу оно вам. прям нагревается, да? Конечно. Вот это да. А 105 какая градусов. температура? Ого, 105 Вот. градусов. И необходимо охладить. Возможно, сейчас и придется мне донести холодную воду. Мгм. Вот. Потому что здесь температура, нам необходимо соблюсти температурный интервал примерно 30-50 градусов, да, чтобы были масло и щелочь. Чтобы между ними разница была примерно 5 градусов, допустим. Вот, допустим, масло сейчас 26 градусов, уже остыло как бы, да. Мгм. То есть чуть выше такой, ну скажем, комнатной температуры, да? Ну, или как? Необходимо, да, нам теперь необходимо снизить температуру у щелочи. До какой примерно, до каких? Вот до 26-30 С градусов. помощью чего это мы делаем? С помощью холода, да? С помощью холода. Холодной воды. Да. Так, мы сейчас. Вы Бывают принесете такие, холодную воду? да. Бывают такие палочки, все Мгм. знают, шпажки. Термометр, он измеряет только верхний слой, поэтому Мгм. необходимо его вот взболтать. Ну вот, допустим, 50, да? В принципе, до 50 мы можем довести Мгм. температуру. До 50, то есть наполовину мы должны остудить наш состав, наш раствор. Да, сейчас 92. А сколько у нас мыло будет весить по граммам? Ну, мыло весит 100 плюс-минус там 5 грамм. Мгм. А сколько вы взяли вот этого карбоната или как называется тут? Ну, вот, допустим, по нашему калькулятору, да, мы вводим в процентном соотношении масла, а он уже автоматически, согласно масел, дает нам количество щелочи. Допустим, вот на 800 грамм кокосового масла щелочи 139 грамм. Мы здесь растворяем в воде. Мгм. Можно в любом отваре. Отвар, естественно, поменяет оттенок, потому что контакт с щелочью идет. Мгм. То есть мы должны очень тщательно все это перемешать, да? Растворить все прям Мы, мельчайшие да, крупинки. растворяем, не допускаем ледяной корки. Ее будет очень сложно убирать.
пока остужается. Вот у нас есть форма, да? Мгм. Первая форма у меня была такая, допустим. Ну вот силиконовые формочки, это как Да. бы для, Да. для каких-то продуктов, да? Ну, Это вот для заморозки. Нет, Или это пекарские для какие-то? кондитерских Мгм. обычно изделий. Вот это вот для мыла, допустим, всегда в основном используется. Мгм. Это вот индивидуальное, сразу мыло наливаешь, как бы оно у вас стоит, ну и сразу его вынимаешь, оно уже готово, да. То есть не Мгм. нужно не Доставай. нарезать его. Мгм. В принципе, удобно. Мгм. Но они просто для меня уже маленькие немножко, такие мини. Я сейчас делаю вот в таком. Это тоже можно в кондитерском купить в магазине, в обычном, да. Это силиконовая. Да, и обрабатываешь обязательно спиртом. То есть это обезжирить Это, нужно или да. ну, обезвредить, или как? Обезвредить, Обеззаражить? просто обеззаразить, да, Мгм. вот это вот. Эту форму сделал для меня муж. Если мы наливаем, оно разъезжается. Чтобы Мгм. оно стояло, держало форму, мы Используем да, вот вот такую такие вот подставочку. основу, скажем. Это уже покупное, Мгм. очень даже удобное. То есть наливаю сюда Мгм. и это все Мгм. это уношу в духовку. Либо закрываю, кто как делает. И запекаете, да? Да, То есть, ну, по не сути запек- не говоря, запекаю, мыловара там. можно сравнить, наверное, с кондитером, да? Потому что используется очень много посуды, каких-то, ну, скажем, Ну, приспособлений. скажем, да. Мгм. То есть вот мы сейчас обязательно обрабатываем антисептиком. Кстати, когда вы увлеклись этим занятием и как вам пришла в голову заняться вот этим делом? Но пришло 2 года назад, в конце 2020 года. Мгм. Я изучала курс ароматерапии, Мгм. и там как раз входил модуль по мыловарению. Я так его полистала, посмотрела и поняла. Для меня почему-то было удивлением, что мыло можно варить самой, готовить. И тут я загорелась, начала изучать информацию, материалы, пошла на обучение по мыловарению. У мастера как раз обучалась с химическим образованием, то есть все Мгм. полностью объяснялось, почему, да как бы чего стоит опасаться, чего нет. В принципе, ничего не стоит опасаться. Только вот технику безопасности соблюдай, делай в свое удовольствие. Как бы вот. Тут полностью волшебство происходит. И начала искать поставщиков товаров, масел, то есть здесь же входят не просто масла, они входят сертифицированные, твердые, кокос, пальма, оливы, там, миндаля, то есть это тоже не дешевые масла, скажем, и мыло, естественно, оно не дешевое, из-за этого входят щелочи, то есть необходимо было искать. И постепенно начала создавать рабочую страницу в социальной сети. Появились первые клиенты в виде коллег, родственников, потом по Якутии, по всей у меня начались клиенты появляться. Ну, отправка уже в Казань мыла, на Кипр, ну и так далее. А сколько техник вот существует мыловарения? Две, да? Ну, основные Ну, группы горячая и холодная. Горячего и холодного, да. Горячее подразделяется на еще там подвиды, получается, более гелеобразные. Ну, то же самое бельди. Там уже получается такое жидкое мыло, ну, гелеобразное мыло, Мгм. да. А есть более жидкое мыло, которое вот как гель используется. Вот, и там уже подразделы идут у горячего способа. У Мгм. холодного оно твердое мыло получается, и просто его нарезаем на брусочки, либо вот отдельной формочки. Мы сейчас еще продолжаем Продолжаем. ждать, когда у нас остынет. Нет, мы уже все зафиксировали. Температура 50. Здесь 43. То есть уже все нормально, 7 примерно градусов, да? Мгм. Обязательно мы фильтруем щелочь в какую-нибудь емкость для первого начала, да? Я обычно сюда сразу, ну, можем так. Фильтруем для того, чтобы лишние частицы не попали у нас в масло, да? Мгм. Какие-нибудь То есть там. то, что у нас, ну, по сути, вот такая мутненькая водичка получилась, да? Да, да. Консистенция как вода. Так. Обязательно устанавливаем в масло сразу блендер, Мгм. да, чтобы не было всплеска. И постепенно
заливаем потихонечку, наливаем щелочь. Щелочной раствор уже получается, да? Мы его растворили в воде. И такими движениями мы замешиваем наше мыло. То есть очень аккуратно. Да, сначала постепенно. Лучше на поменьше мощность, просто у меня других блендеров сейчас нет. То, что осталось. Вот видите, наш раствор, он помутнел. Ой, прямо на глазах. Слушайте, Помутнел. Это происходит эмульгирование, соединение состоялось. Поглядите-ка, друзья, что происходит. Да, здесь получается первый легкий след. Как бы след это когда вот у нас, ну вот первый след это вот так. Когда мутно его уже видите, то есть произошло соединение. Я хочу до немножко среднего следа. Это когда вот так проводишь, а на нем уже видны какие-то вот следы получаются, да, рисунки. Вот. То есть это вот таким образом достигается, когда ты видишь на мыле, оно такое вот с разводами какими-то, да? Это достигается вот таким как раз образом, да? Да. Вот мы сейчас соединяем сейчас. Соединение масел и щелочи, оно вот происходит омыление. Потом в итоге щелочи в мыле нет. У нас по калькулятору, получается, был перерасчет на пережир с той погрешностью, чтобы вот не осталось щелочи, да? То есть масло, оно как бы в себя вбирает, да, вот эту вот щелочь и имеет свойство растворять эту щелочь, да? Да, они вот соединяются, и масло омыляется щелочью, получается. Щелочь омыляет масла, и в результате этой реакции То есть, мне кажется, это дело пойдет на ура те, которые имели 5 по химии. Возможно. Они Да. тем более должны этим заниматься. А как вы учились? Химия Хорошо, у меня была у вас была у меня предметом номер разных один? было видов, разные виды химии. То есть, а вы по специальности кто? У меня 2 специальности, скажем. Вообще, по первой специальности инженер-технолог общественного питания. Училась в пищевом институте, да, там химии было много. Вторая специальность это уже государственное муниципальное управление, это немножко другое, да. Ну там другая химия. Там другая химия. Ну, На тоже этой химия. стадии мы можем уже добавлять эфирные масла. Так. Эфирные масла вводятся из расчета 10 мл на 500 грамм масел. А здесь у нас сколько масла? Здесь у нас 800 грамм. Но мы не будем вводить. Ну, У нас где-то- будет полностью гипоаллергенная, понятно. натуральная полностью То есть хозяйственное мыло. без абсолютно... Мы Да, хозяйственное сейчас. мыло делаем? Мы хозяйственное мыло делаем. Ну, возможно, просто так. А у нас что будет вот в этом мыле? То есть щелочь, которая сейчас омыла... 100% кокосовое масло. Хозяйственное. Хозяйственное. То есть можно его 100% использовать? хозяйственное мыло кокосовое. Можно да. использовать как раз для стирки и для того всего, да? Еще раз мы подытаживаем нашу беседу. Мы готовим хозяйственное мыло без использования каких-то ароматизаторов, ну даже вот натуральных, да, без каких-либо отдушек, то есть гипераллергенное, как оно называется, да? Да. Сейчас мы заливаем форму. Наше почти готовое мыло, да? Оно готовится очень быстро, я так поняла, да? Готовится быстро. То есть Если нужно приноровиться, хорошенечко, да. Вот видите, нам как помогает силиконовая лопатка. силиконовая. Она не Мягко оставляет очень. никому ничего нашего добра, да, лишнего. Вот То есть, мы да, прям буквально до капельки. стараемся как бы это. Вот до самой последней капли силиконовая лопаточка очень хорошо весь наш материал, ну а все-таки учитывая, что масла дорогие, конечно же, сырье должно быть максимально таким вот быть, скажем, не то что безотходным, а чтобы не оставалось каких-то Да. излишек, да? Вот так мы которые нельзя простукиваем, использовать. чтобы ушли пузырьки лишние, да? Залили форму, Залили и форму. это дело должно у нас застыть или Ну, вот я так думаю, что нужно в холодильник или... В холодильник мы используем мыло на
натуральном меде, который... А, да. то есть Есть медовое есть мыло. такой способ, да? Потому что там высокие температуры, Мгм. и чтобы сразу резко его охладить, немножко снизить, мы в холодильник, морозильную камеру. Зимой очень удобно на балкон. Ой, ну То это есть да, у нас и- просто можно на поток Да. поставить. Это добро мы ставим в духовку. По моему, которой вот я обучалась по мыловарению, да, мы ставим в духовку. Вот у меня есть, я сохранила свое первое мыло хозяйственное, универсальное хозяйственное мыло. Даже вот я вот раньше так подписывала, как бы приклеивала. Сейчас я делаю от руки. В принципе, ничего так вроде. И как раз таки это мыло сделано вот в этой форме. Вот. Вот. Я его упаковала, вот так я его продавала первое время. То есть Такой это вот уже у вас получается домашний музей, музейный экспонат. скажем, Это первое ваше мыло. Да. У меня еще есть, я сохранила тоже мыло. Мгм. Ну вот. Ну-ка. О, это ваши первые тоже мыло, да? Это, ну, одни из первых. Это вот новогоднее, рождественское. На глинтвейне. Специально варила глинтвейн из красного вина. Ничего То себе. есть здесь вот такие вот настои. Здесь Ой, прослоечка какая идет красота. такая. То есть это видите? вот дома домашние такие вот Вот спа-процедуры, да? попробуйте. Это... Ой, Это- боже мой. Полностью Какой натуральное, без запах. искусственных ароматизаторов, без отдушек. То есть, ну, Мгм. То есть это корица и вот да, да. такой вот Имбирь, сухой. вот это вот, Мгм. да. Анис, Мгм. то есть вот. Очень вкусное мыло. Оно выглядит Вот такое так было у меня красиво. мыло. Просто Скраб. сразу Я его настраивает. сохранила чуть-чуть совсем, как бы, ну, что осталось. Это да, уже обмылок остатки. остался. Это, да, обмылки, но все равно это как Ага. бы для меня это На память. на память. Есть шоколадное мыло, оно из натурального, Мгм. настоящего шоколада. Боже. Как бы вот оно. Они сейчас все уже в Какая с одним ароматом, красота. как бы шоколадом здесь не пахнет, потому что они, Мгм. Ну, то есть они друг с другом как-то вот да, побыли. И, кстати, вот эти вот прожилочки, про которые мы здесь говорили, этот след, лавандовое мыло. да? Ага, Здесь как бы из-за вот этих вот Мгм. слоев след пошел вниз. Мгм. Это ничего страшного, оно очень эффективное, мгм, очень пенистое мыло, кстати. мгм. А как оно долго идет? Это и, из скажем так, авокадо, из пюре авокадо, по-моему, я Мгм. уже не помню, как лежит здесь. То есть мыло можно, оказывается, приготовить из любых абсолютно, ну, скажем так, природных ингредиентов. А вот, Да. вот наши растения вы использовали, ну, допустим, шиповник, Я использовала или, может быть, я не знаю, Да. Полынь. лиственницу. полынь, пижму. вот. Допустим, как раз-таки в дегтярном я использовала пижму. Здесь, по-моему, я точно не могу сказать. Делала. Но сама пижма, она обладает Здесь кровоостанавливающими. мацерат, по-моему, пижмы, и настой пижмы. В общем, вот. И полыни. Мгм. То есть очень-очень А такой чистотел вы концентрированный. собирали? чистотел нет. Наш якутский чистотел? Нет, наш якутский нет. То есть вот многие хозяйки, кстати, вот сейчас в эту пору чистотел цветет очень хорошо. Его надо Это у правильно нас собирать. начало просто. августа. Ну да, это, конечно, нужно прочитать очень много информации, как-то вооружиться этой информацией. Чистотел все-таки, да, это очень такой, обладает мощными такими целебными свойствами, но, естественно, нужно это все сделать грамотно, чтобы вот это вот, как сказать, польза не превратилась в яд, Мгм. да, для человека. Ну вот здесь вот у нас постояла в формочке. Вот нам нужно, наше вот мы мыло. сделали мыло, да, перелили форму, обработали сверху от белого налета. В принципе, когда образуется на мыле белый налет, это ничего страшного, как на конфетке, да. На конфетке он как бы говорит, что он уже портится, а здесь вот он специально как защитный, ничего страшного, он смоется и уйдет. Мы Мгм. сейчас ставим это в духовку. Духовку предварительно нагрели до 50 градусов. Ставим на 4 часа. Так, духовку мы предварительно довели до 50 градусов. Это минимальная температура, потому что в результате, когда мы поставим, там происходит гелеобразование. И температуры они будут высокие. И чтобы у нас этого не было, вздутия, там, треска или что-то еще, да, мы на минимальный ставим 2 уровня. Отправляем.
И запекаем на Все, 4 и часа. забываем на 4 часа. В общем, в кофейных зернах, дорогие друзья, посмотрите, какая красота. Но на это тоже очень большой спрос. Мыло скраб антицеллюлитное очень все любят. Здорово. Поскрабировать себя, почему бы нет? Вот такие вот шарики делаю из остатков. Вот дырочки предварительно как бы сделала, да? Сюда вот. Это кофейная гуща или что используется здесь? Здесь, да, кофейная гуща. качестве Я варю кофе специально. Скраба. Потом, значит, здесь уже перемолотые, свежеперемолотые зерна То кофе. есть это все не просто там какой-то жмых, да, кофейный, Нет, который, да. а это все, в общем-то, специально для именно мыловарения, именно вы специально на кофемолке. Как-то был заказ, дробите, помню, да, кофе? ночью был заказ, я его случайно увидела, сделать нужно было 15 или 23, не помню, мыла. И вы Как всю раз ночь колдовали. кофейного, да, я колдовала. Здорово, Но мне красиво кажется, очень. Кстати, хотела об одном нюансе сказать, да. Каждый, кто готовит, будь то еда или что-то еще, он использует какие-то аффирмации, да. Вот, допустим, когда я замешиваю, я про себя направляю на это мыло определенную молитву, дающую людям, кто будет использовать данное мыло, пользоваться, силу, здравие, то есть исцеление, целение. Вот, что у этого человека все получалось, исцелялось. То есть вот каждая процедура омовения, дорогие друзья, ну что, дорогие друзья, вот каждая процедура омовения, она должна вот с таким прекрасным мылом, а может быть даже не только от мастера, да, такого уже известного, скажем так, мастера в широких кругах, вот, ну и даже может быть собственное приготовление мыла, и нужно, как сказать, вот как вы сказали, вкладывать, когда вы готовите вот это вот мыло, всю, скажем так, положительную энергию, очень хорошие мысли, чтобы это мыло действительно было не просто предметом, ну, кусок мыла, что там, да, а именно тем средством, с помощью которого будут уходить все ваши, так скажем, невзгоды и печали. Пусть все смывается водой. Да. Ну что, дорогие друзья, будем пробовать удивительное занятие мыловарения.